22-летний Шахбол Мирзоев, ставший жертвой дедовщины в таджикской армии, был доставлен в клинику имени Вишневского Министерства обороны России в городе Красногорске. На днях он перенес первую важную для него операцию по восстановлению шейного позвонка. Искалеченный солдат так и не дождался помощи от погранслужбы Таджикистана, из-за чего его отцу пришлось продать дом, чтобы прооперировать сына в Москве. Точные данные о масштабах дедовщины в таджикской армии недоступны, потому что власти неохотно признают факты насилия среди военнослужащих ради сохранения имиджа защитников Отечества. Механизм решения этих вопросов, которые имеют место в рядах вооруженных сил Республики Таджикистан, она четко разработана. Здесь есть ответственные органы, которые решают эти вопросы. Они призваны к этому вопросу. Я еще раз повторяю, что парламент не имеет такого полномочия, который занимался вопросами проведения расследований. Тем не менее, именно проблема дедовщины и неуставных отношений стала главной целью проекта независимых юристов на севере Таджикистана, многие годы регулярно проводящих свои исследования на эту тему. На службу вооруженные силы Таджикистана ежегодно призываются от 15 до 16 тысяч молодых людей. Так же, как и в нынешнем весеннем призыве, по сообщению прессы, пополнение рядов военнослужащих происходит порой принудительным путем, известным в народе как облава. Согласно исследованию Ассоциации юристов Ампаро от 2012 года, 40% родителей, ссылаясь на неуставные отношения и плохие условия службы, не хотели бы, чтобы их сыновья проходили обязательную военную службу в Таджикистане. О масштабах дедовщины в таджикской армии расскажет бывший сотрудник Ампаро Рустам Гулов. Было опрошено более 1600 человек, из которых 33% опрошенных признавали, что дедовщина в таджикской армии существует. И в чем она выражалась? То, что в основном выражалась путем оскорблений, избиений, заставляли делать различную так называемую грязную работу. Были случаи, когда забирали еду, посылки, которые отправляют солдатам из дома. Так же, как и в Таджикистане, обязательной служба в армии считается в Казахстане, Туркменистане и Кыргызстане. В отличие от соседей, военные чиновники в Бишкеке признают факт дурного обращения в рядах вооруженных сил своей страны, называя положение в армии где-то отражением социального положения самого общества. Эти кадры из любительского видео появились в интернете прошлой осенью. Как потом выяснилось, дело происходило еще 4 года тому назад в одном из подразделений Национальной гвардии. В деталях сейчас разбираются военные прокуроры. Случаев, когда солдаты, подвергшиеся насилию со стороны своих же сослуживцев, жаловались бы руководству или же в правоохранительные органы, пока еще не было. Между тем, в сводках армейской жизни в последние годы все чаще стали фиксировать смертельные случаи. Какие процессы происходят в обществе, они переходят в армию, потому что основной потенциал, который формируется вооруженные силы, это является выходцы из нашего же общества. Поэтому однозначно заявлять о том, что отсутствие таких негативных явлений я не могу. Да, к сожалению, имеет место быть. Но не дедовщина квалифицируется как казарменное хулиганство. Независимые же эксперты уверены, проблему решить можно. Для этого в школах нужно усилить допризывную подготовку, больше приобщать молодежь к спорту. При этом они указывают также на наличие такой проблемы, как низкий качественный и профессиональный уровень младших командиров. Они в профессиональном отношении сами не обладают в достаточной степени тем уровнем знаний, чтобы восполнить этот пробел. То есть они не обладают, не умеют организовать и с призывником морально-психологическую его подготовку. Тем временем в 2013 году, по данным правозащитников, в период несения службы погибло 13 солдат. В 6 случаях они подозревают насилие. Рахат Кенешева, Улан Асаналиев специально для программы «Перекресток» из Бишкека. По мнению правозащитников, в силу своего принудительного характера двухлетняя служба в армии становится для многих молодых ребят обузой и кошмаром. Подобная история Владислава Челаха из Казахстана, когда 2 года назад он был признан виновным в убийстве 14 сослуживцев. Следствие уверено, что Челаха вынудили на это преступление неуставные отношения, хотя сам он вины так и не признал. На связи со мной коллега из Алматы Мади Бекмаганбет. Скажите, изменилось ли отношение властей в Казахстане к проблеме неуставных отношений в армии после дела Челаха?
Да, Хирамон, несмотря на этот шокировавший казахское общество факт, власти в стране наличие дедовщины и неуставных отношений в армии открыто не признают. Тем не менее, по данным независимых СМИ, с начала 2013 года в силовых структурах Казахстана произошло 20 происшествий, связанных с получением травм и гибелью военнослужащих, в том числе 8 случаев суицида и 1 случай гибели солдат, следствием которых явились неуставные отношения в армии. Я считаю, что вина 70% за вот такие неуставные взаимоотношения между солдатами различных призывов, между подчиненными и начальниками и наоборот, происходит из-за бездействия, безграмотных действий, бездушного отношения отдельных командиров и сержантов к исполнению своих обязанностей, должностных обязанностей. В казахстанском обществе давно звучат призывы к реформированию службы в армии, а именно перейти на контрактную или профессиональную службу, которая автоматически устранит многие проблемы, в том числе и дедовщину. К вопросу о реформе армии мы еще вернемся, но вот о формах дедовщины в национальной армии Туркменистана, которая немного укрепилась с приходом к власти Гурбангулы Бердимухамедова, расскажет военный эксперт из Туркменистана Холмурат Союнов. Если в советское время была дедовщина между, значит, призывами молодежи, допустим, кто старослужитель, кто молодой, сейчас в Туркмении преобладает это родоместнический вот этот вот подход, то есть западных районов Туркменистана противопоставляется ахалским. Значит, чарджоуское, более там узбекоязычное население ставится вообще какие-то там роли, или ташауское. Вот такое вот есть разделение. И это все находит, знаете, свое негативное отношение между военнослужащими туркменской армии. Власти Узбекистана, в отличие от соседей, много лет назад изменили стратегию службы в армии, сделав ее престижной и значимой в будущей карьере гражданина. Отслуживший год в армии молодой человек получает большие шансы на поступление в университет, работу в государственных структурах, особенно в военных ведомствах. В нынешней ситуации в силу единоразового призыва и службы по призыву в течение 1 календарного года автоматом исключает дедовщину и все связанные с ней пороки. Однако побочным эффектом реформы системы военной службы в узбекской армии стала коррупция, так как в борьбе за звание солдата, срочной службы и прохождение медкомиссии многие готовы нести расходы. Это была программа «Перекресток». До свидания.